Здравствуйте, уважаемые телезрители, с вами снова телепередача «Социальный адвокат». Сегодня на наши вопросы ответит гость нашей студии, адвокат Хеда Ибриева. Здравствуйте, Хеда, рада вас приветствовать сегодня у нас в студии. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим на несколько тем. В первую очередь мы поговорим на тему защиты прав ребенка, а также ответим на вопросы наших многоуважаемых телезрителей. Поднимая первую часть нашей темы сегодняшней прав ребенка, хотелось бы услышать от вас, в какой части сегодня наиболее, так сказать, нуждаются эти права в защите. Ну, конечно, ребенок всегда нуждается в защите его прав. И я считаю, что чаще нарушаются права детей самими родителями, которые при расторжении брака, определении порядка общения с детьми, определении порядка места проживания детей с одним из родителей как раз-таки исходят не из интересов ребенка, а из собственных амбиций, из принципов. То есть получается так часто, что мать назло отцу ребенка пытается забрать ребенка к себе, несмотря на отсутствие каких-либо возможностей воспитать, содержать этого ребенка, или наоборот. Но, к счастью, суды принимают часто, очень часто законные обоснованные решения. И, соответственно, с учетом мнения отдела опеки и попечительства решается вопрос о том, с кем будет проживать ребенок. И, к счастью, закон регламентируется таким образом, что у ребенка по достижении им 10 лет уже спрашивается мнение. Собственное мнение, да? Да, мнение ребенка. Ну и тут, опять же, ребенка, конечно, становится очень жаль, потому что ему трудно бывает принять решение, встать между отцом и матерью и сказать, с кем он хотел бы проживать. Но в этих случаях также закон все-таки предусмотрел этот момент, и в этом случае отдел опеки и попечительства, то есть представитель отдела и попечительства в отсутствии родителей спрашивает мнение ребенка, которое, соответственно, уже докладывается суду. И вот таким образом решаются семейные споры. Да. Как часто это бывает, и вы об этом упомянули и заметили, права ребенка нарушаются из-за ранних разводов. Как вы считаете, в чем причина этих разводов? Ведь в недавнем прошлом и на уровне руководства республики поднимался вопрос о том, что у нас очень много таких разводов, и вот в чем природа этого всего, мне, честно говоря, до конца не ясно на сегодняшний момент. Ну, я считаю, что причина развода у каждого своя, естественно, это не сложившиеся такие вот характеры. То есть, опять же, собственные амбиции и принципы. То есть у нас как бы больше это связано бывает с материальным. С материальным, и настолько бывает обидно, когда следствием спора становится материнский сертификат. То есть, часто такое бывает? И такое бывает. Это часто бывает, к сожалению, очень часто с этим сталкиваешься. Ну, я считаю, что, наверное, это как бы незнание каждого из членов семьи своего положения, роли в семье. Вот. И я считаю, что прежде всего эти же самые взрослые могли бы просто задуматься о своих детях. Вот. То есть о том, что ребенок, который растет в неполноценной семье, он не бывает настолько счастлив, у него не бывает столько радости на лице, как у ребенка, который воспитывается в полноценной семье. Но зачастую взрослые об этом забывают. Скажите, и думают только о своих принципах и собственных амбициях. Скажите, вот то, что касается законодательных инициатив и, в общем, семейного законодательства, гражданского законодательства, здесь предусмотрены какие-то пункты, которые пытаются сохранить семью, чтобы, вот так сказать, не рубить с плеча, то есть бывает в какой-то вот такой горячке люди разводятся. Какие-нибудь нормы есть у нас? Конечно. Во-первых, судом дается срок для примирения сторон в течение 3 месяцев. У сторон есть право все-таки еще раз обдумать, как-то прийти к примирению. Процесса, да, вот этого? То есть после обращения в суд одной из сторон о расторжении брака, соответственно, судом дается время. Это срок обязательный для всех, он предусматривает срок до 3 месяцев. В случае, если до истечения этого срока стороны не придут к примирению и все-таки решат, что да, они хотят развестись, вот только в этом случае суд уже рассматривает указанный иск и принимает соответствующее решение. Скажите, вот то, что касается развода, здесь в каком случае дело до суда доходит, а в каком случае это может быть по обоюдному согласию? Ну, во-первых, сначала, соответственно, происходит фактически
развод. То есть люди расходятся, и по истечении там определенного времени, когда им необходимо уже зарегистрировать, допустим, брак, да, с другим человеком, им необходимо обращение в суд в случае, в случае, если у них есть несовершеннолетние дети общие. То есть тут уже порядок предусмотрен, обязательный судебный порядок расторжения брака. Чтобы определить судьбу детей, да? Нет, не совсем. Определяется судьба детей в случае возникновения спора о детях. Но при наличии общих несовершеннолетних детей брак расторгается обязательно в судебном порядке. А дети здесь по обоюдному согласию, да, изначально переходят? Дети, да, то есть если стороны пришли к общему соглашению о том, с кем будет проживать ребенок там, да, или дети, вот в этом случае, соответственно, спор указанного его нет, тут уже рассматривать суду нечего. То есть суд исходит из мнения сторон. То есть если они в суде, обе стороны заявили о том, что ими достигнуто мировое соглашение о том, с кем будут проживать дети, тут уже суд рассматривает, соответственно, иск о расторжении брака, но в решении указывает о том, к какому соглашению о месте проживания детей стороны пришли. Скажите, вот когда происходят процессы по определению ребенка, либо он с матерью, либо с отцом должен проживать, здесь что учитывается вообще и чему отдается приоритет? Да, во-первых, учитываются место жительства сторон, то есть условия, при которых они проживают, если имеются ли у ребенка соответствующие условия для его воспитания, проживания, да, определенными родителями. То есть как характеризуется, где работают родители, вид их род занятий, вид деятельности. И, доходы естественно, тоже, наверное, да? доход тоже. То есть вот такие нравственные качества родителей и так далее. Это все, что суд, да, в обязательном порядке должен учитывать при определении. И, соответственно, еще и возраст детей. Возраст детей. То есть привязанность детей к родителям, насколько кому указанный ребенок там, да, привязан. Это обязательно должно учитываться в суде. Ну, раз мы заговорили на эту тему, то стоит еще отметить, что у нас существует обязательство одного из родителей, даже если с ним ребенок не проживает, так называемые алименты. Расскажите нам об этом способе, так сказать, поддержания, то есть... Ну, соответственно, если суд определил порядок места жительства, вернее, ребенка, да, с одним из родителей, то другой родитель, который проживает раздельно от этого ребенка, он обязан платить алименты. Естественно, чтобы у него были такие обязательства, тот родитель, с которым проживают дети, должен обратиться с соответствующим требованием в суд. А суд, уже исходя из количества детей, назначает взыскание алиментов на содержание указанных детей. Данная сумма устанавливается, да? Да, эта сумма регламентируется семейным законодательством и зависит от того, относительно скольки детей касаются указанные требования. Алименты – это средства для питания, содержания, которые закон обязывает выплачивать одного из супругов другому. Родителя – несовершеннолетнему ребенку, взрослого ребенка – пожилому родителю. Могут выплачивать добровольно или принудительно в судебном порядке. Если в организацию пришел судебный исполнительный лист на работника, имеющего задолженность по алиментам на содержание ребенка, то бухгалтер обязан произвести удержание из заработной платы должника. Но сейчас я предлагаю ответить на вопросы наших уважаемых телезрителей. Итак, вот такой вопрос. Как обжаловать судебное решение? Значит, судебное решение обжалуется в апелляционную инстанцию в течение 30 суток с момента вынесения самого решения. Апелляционная инстанция, как вот определить, где она находится? Еще мне слышалось понятие такое, есть кассационная инстанция, и в чем разница, хотелось бы сразу вас спросить. Значит, апелляционная инстанция рассматривает апелляционные жалобы на решения, не вступившие в законную силу. То есть жалоба подается до истечения 30 суток по месту вынесения решения. И вместе с делом, допустим, да, там гражданское, уголовное, каким бы, то есть в данном случае речь идет о гражданском, конечно, направляется в Верховный суд, в апелляционную инстанцию по гражданским делам, в судебную коллегию вместе с делом, где назначается слушание дела, то есть рассмотрение вот указанной апелляционной жалобы, и буквально в течение вот одного судодня
решается вопрос о том, оставить решение в силе, либо изменить его, либо отменить его. То есть тут уже, соответственно, согласно требований, указанных в апелляционной жалобе. Скажите, а вот апелляционное решение каким-то образом можно тоже обжаловать вот решение вышестоящего районного суда, к примеру, в апелляционном? Да. То есть апелляционное определение, так оно называется, оно подлежит обжалованию в течение уже 6 месяцев в суд кассационной инстанции. То есть суд кассационной инстанции рассматривает жалобы на вступившие в законную силу решения определения районных судов. А вот уже кассационную инстанцию каким-то образом, мне известно, что есть еще европейский, да, суд, к которому можно тоже обратиться. Да, в европейский суд, естественно, стороны могут обратиться уже после апелляционной инстанции, после того, как суд апелляционной инстанции примет решение. В случае, если вы с ними не согласитесь, да, вот есть суд первой инстанции решение, с которым вы не согласны, есть решение суда апелляционной инстанции, с которым вы не согласны. Все, значит, вы прошли весь исчерпывающий перечень того, что вы должны пройти для обращения дальше уже в Европейский суд. Решение суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции. В апелляционной жалобе не могут быть заявлены новые требования, которые не были предметом рассмотрения в суде первой инстанции. Апелляционная жалоба может быть подана в течение месяца после принятия судом первой инстанции обжалуемого решения. По ходатайству лица, обратившегося с жалобой, пропущенный срок подачи апелляционной жалобы может быть восстановлен судом апелляционной инстанции при условии, если ходатайство подано не позднее 6 месяцев со дня принятия решения и суд признает причины пропуска срока уважительными. Как юридически правильно оформить сделку купли-продажи квартиры, с чего нужно начать? Ну, во-первых, надо проверить документы на недвижимость, которую вы хотите приобрести, на которую у хозяина должно быть свидетельство о регистрации права собственности. Ну, сейчас, может быть, не все получили данное свидетельство о праве собственности, поскольку те договора купли-продажи, которые имеются у собственников, да, у граждан 96-го года, то есть до введения в действие закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Тут уже им, конечно, не обязательно регистрировать право собственности, потому что сам документ правоустанавливающий, который у них имеется, подтверждает право собственности. Однако при заключении сделки обязательно в наличии необходимо иметь свидетельство о госрегистрации, которое получается, значит, в управлении Федеральной регистрационной службы при предъявлении вот указанного договора купли-продажи на недвижимость и при предъявлении технического паспорта на указанную недвижимость. То есть это обязательно. И при наличии вот данного свидетельства о госрегистрации на недвижимое имущество стороны обращаются в нотариальную контору, но могут также и в простой письменную форму сделки они могут просто соблюсти, указав, что продавец продает там квартиру, да, состоящую, там, или домовладение, состоящее там из стольки-то комнат, где указывается общая площадь. В общем, оговаривается сумма и, соответственно, подписывается сторонами. То есть этого соблюдения данной... А с этим документом куда потом нужно обращаться? Это уже в управление палату, Федеральной регистрационной службы. То есть этого достаточно. Скажите, а вот с расчетом, потому что мы знаем, что сегодня, например, квартиры стоят у нас от миллиона и больше, и вот эти суммы наличности или безналичных, как их лучше вообще переводить, осуществлять расчеты в этом случае, чтобы подстраховаться? И вот в какой момент именно нужно произвести расчеты, в то же время получить, так сказать, фактическое право на недвижимое имущество и в то же время передать свое право, но получив сумму? Ну, я считаю, что сторонам лучше всего сначала произвести расчет фактически, а потом уже оформить сделку. И я рекомендую, например, при заключении данной сделки в договоре купли-продажи отражать ту сумму, которая фактически уплачена, поскольку мы не знаем, то есть стороны тоже не знают, что может завтра произойти, может быть, возникнет какой-то спор. При этом продавец, он будет подстрахован, но покупатель не сможет доказать, что он уплатил именно ту сумму, фактически уплаченную сумму, а не ту сумму, которая указана в договоре купли-продажи. Поэтому вот в этом случае покупателям следует как-то подстраховаться и не исходить из того, что вот госпошлина, уплачиваемая, да, при заключении данной сделки у нотариуса,
будет сильно бить по карману. Скажите, а можно обойти эту госпошлину? И вот я слышал, что можно обратиться, например, к адвокату или к юристу и обойти вот это нотариальное, так сказать, вот решение. это как раз при заключении простой письменной формы сделки, которая не будет заверена нотариально. То есть такой Но способ при тоже. регистрации права собственности в любом случае госпошлину надо будет уплатить, поскольку неуплата ее уже влечет за собой отказ для регистрации права собственности. Чем приватизация отличается от регистрации права собственности на недвижимость? Значит, приватизируется только то жилье, которое является муниципальной собственностью. То есть жилье, в котором люди, квартиросъемщик, да, с членами своей семьи, проживает и имеет право владения и проживания. То есть он, не являясь собственником, не может распоряжаться указанным жильем. А приватизация как раз-таки ему дает право собственности на указанное жилье. Вот разница вот в этом и заключается. Ну, то есть здесь нужно уяснить, что приватизация – это, то есть, переход права собственности, да? Да, бесплатный причем. А регистрация – это уже возможность, так сказать, распоряжаться своим имуществом, да? Да, то есть свидетельство о праве собственности, если гражданин имеет на руках, все, это его собственность, которой он может распоряжаться на свое усмотрение. И это же право у него возникает на то жилье, которое он приватизировал. Скажите, вот ходят, так сказать, или на уровне слухов, или на уровне законов, мне, честно говоря, детально неизвестно, что вот продлена приватизация. Что это означает и что будет с теми, кто не воспользовался этим правом до того, как действовал нормативный акт? Ну, приватизация будет действовать только до марта следующего года, 2015 года. Соответственно, те граждане, которые не успели приватизировать жилье до указанного времени, они, соответственно, не получат права собственности на указанное жилье, но могут продолжать также пользоваться и проживать по указанным адресам, по которым им распределено жилье. Но хотя бы если граждане успеют обратиться до истечения срока приватизации с заявлением, да, просто подать документы соответствующие, то они уже как бы не опаздывают. То есть, так сказать, если не будет осуществлена приватизация, то человек сможет проживать в этом помещении, к примеру, да, каком-то муниципальном, но не сможет его продать, и оно не перейдет по наследству тоже, что немаловажно, да, немалозначимо. Здесь тоже ограничения будут существовать. То есть, как бы переходит по наследству собственность. А так, после смерти основного квартиросъемщика, члены семьи, которые прописаны, да, в указанном жилье, и которые по договору соцнайма указаны как члены семьи, они смогут просто также продолжать пользоваться и проживать в указанной квартире. Но все равно могут вопросы возникнуть. Да, либо это домовладение. Еще вот такой вопрос касательно процесса приватизации здесь требуется. Вот здесь какие-то сроки и средства защиты существуют? Ну, во-первых, я считаю, что так, по закону, любой гражданин, который хочет приватизировать свое жилье, то есть жилье, в котором он проживает, ему необходимо предоставить перечень тех документов, которые предоставляются именно в отдел приватизации. Да? Вот. В случае, если у гражданина не принимают заявление, несмотря на то, что все документы, которые, да, по перечню им предоставлены, либо принимают, но ему отказывают в приватизации. То есть в первом случае, если не принимают, можно обратиться посредством почтовой связи. Направить по почте. Все. Гражданин, значит, обратился. Обратился уже. Да, в определенный срок, соответственно, отдел приватизации, он должен будет отреагировать на заявление. То есть ответить письменно, либо удовлетворить заявление и приватизировать указанное, да, там, жилье, либо отказать. И отказать, соответственно, надо будет мотивировать свой отказ. Чем он мотивируется? Соответственно, он будет в письменном виде. И в этом случае, если отказ будет незаконно необоснованный, любой гражданин, да, он в порядке, в судебном порядке может оспорить данный отказ и как-то защитить свои права. Приватизация жилых помещений – это бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде, а для граждан Российской Федерации, забронировавших занимаемые жилые помещения, по месту бронирования жилых помещений. 1 марта 2015 года заканчивается срок бесплатной передачи приватизации в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде.
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ними – это юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения, обременения, перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Государственная регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного права. Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке. Куда можно пожаловаться на неправомерные действия сотрудника ГИБДД? Любые действия, либо бездействия государственных служащих могут быть обжалованы в суд, и суд обяжет устранить все допущенные нарушения по жалобе того или иного гражданина. А вот еще можно же обратиться в форме жалобы в вышестоящему руководству, да, этой организации? Да. А вот на практике у вас такие, так сказать, случаи случались, что люди обращались на неправомерные действия? Бывает такое, и в разных случаях, конечно. В каких-то случаях бывает более эффективно, если вышестоящее, то есть руководству обжалуются действия, незаконные действия, либо бездействия. Также эффективно бывает обращение в суд. Как действовать в случае ДТП, чтобы получить страховую выплату? В любом случае необходимо дождаться ГАИ в случае ДТП. Конечно, в случае тяжких последствий, то есть при наступлении смерти человека в случае ДТП, тут уже обязательное возбуждение уголовного дела, и тут уже следствие просто неизбежно. Но чаще наши граждане, когда не причинен такой значительный ущерб его имуществу, то есть в виде автотранспорта, либо причинен такой легкий либо средней тяжести вред здоровью, стараются как-то мирным путем урегулировать вопрос. Но, к сожалению, когда дело доходит до дела, то есть примирения, возмещения, здесь проблемы возникают. Да, тут возникают проблемы. И потом уже становится поздно, потому что нет ни транспорта, который можно обследовать, не было ни протоколов, составленных на месте происшествия. И трудно бывает доказать, что вы не виноваты. И зачастую та сторона, которая как раз-таки виновна в дорожно-транспортном происшествии, пытается возложить всю вину, наоборот, на потерпевшего. Вот чтобы этого не было, конечно, лучше всего дождаться ГАИ, чтобы все было оформлено в предусмотренном законном порядке во избежание каких-либо проблем в дальнейшем. У нас на сегодня все. Вам огромное спасибо за то, что вы пришли к нам сегодня в студию и уделили нам время. Итак, я напоминаю, что следующая наша встреча состоится ровно через неделю. Знайте, защищайте свои права. Спасибо за внимание. До скорых встреч.